Министр обороны России Сергей Шойгу призвал подчиненных ему командиров постоянно совершенствовать свои навыки и быть готовыми к вооруженным конфликтам нового времени. По словам главы военного ведомства, требования к командному составу российской армии, прежде всего, к уровню их подготовки с каждым годом возрастают. Министр пояснил, что это обусловлено рядом факторов. В частности, противостояние в Сирии – это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии, заявил во вторник, выступая на оперативно-мобилизационном сборе руководящего состава вооруженных сил РФ, Сергей Шойгу. Кроме того, стоит учитывать регулярную модернизацию имеющегося в армии и на флоте вооружения и техники. Ежегодно в войска и силы поступает порядка 2,5 тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Совершенствуется организационная структура соединений и воинских частей, отметил министр обороны. Под влиянием всех перечисленных факторов, по словам Сергея Шойгу, коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием. В связи с этим от руководителей всех звеньев военного управления требуются не только обширные и разнообразные знания, но и способность видеть и внедрять все новое и передовое, умело использовать боевой опыт, понимать перспективы развития армии и флота. Что же касается нынешнего уровня подготовленности российских военачальников, то он, по оценке главы Минобороны, высок. Результаты деятельности за 2018 год и итоги выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирии убедительно свидетельствуют о том, что руководящий состав армии и флота обладает высоким профессионализмом. Большинство офицеров имеют богатый опыт командования объединениями и соединениями, руководства воинскими коллективами как в условиях повседневной деятельности, так и в боевой обстановке, указал Сергей Шойгу. В то же время министр призвал сохранять набранные темпы повышения боеготовности армии и военно-морского флота, поскольку любое даже малейшее замедление в развитии военных кадров, по его словам, сразу же негативно повлияет на боеспособность вооруженных сил.